Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала Якутия-24. Старая добрая программа «Один из нас». И сегодняшний «Один из нас» на самом деле в последние дни становится таким ньюсмейкером похлеще, чем даже руководители некоторых государств в отдельно взятом городе Якутске. Я имею в виду президента нашей страны и президента другой великой супердержавы Дональда Трампа. На самом деле индекс упоминания в городских, скажем так, площадках вашего предприятия зашкаливает. Зашкаливает в связи с тем, что 12 числа, после праздничных мероприятий, горожане вышли, я вот лично вышел, и возле подъезда своего, увидел желтый самокат. И у меня в голове вспыхнула лампочка. Так. Надо воспользоваться. Нет, дальше что делать? Потом я нарвался в социальных же, опять же, сетях на такой шутливый ролик блогера нашего Алексея Собакина, да, который изображал в интерьерах Якутска движение вот таким вот образом. Да. Ну, Роман Вячеславович Бакулин, представитель кикшеринговой компании ВУЖ. На самом деле здесь в Якутске работает только ВУЖ, ну, в смысле федерального уровня, да? Да. То есть одна единственная кикшеринговая компания, местная компания, которая предоставляли вот эти большие черные самокаты, они как бы уже не в счет, да? Да. С приходом такого гиганта. Ну, еще раз, у людей на площадках обратной связи возникает немало вопросов не к деятельности компании. Деятельность компании может на самом деле, пара-тройка моментов может быть, в том числе и у меня, как у обозревателя, который в прошлый раз в эфир выпустил представителей контролирующих органов, да, представители ГИБДД выражали свое недовольство тем, что на такой маленький город выпущено 1200 арендных самокатов. Я сразу добавлю, у нас, получается, в моменте 1200 самокатов нету в городе. Все равно, допустим, какая-то часть находится на сервисном центре, на ремонте. Ну, то есть в совокупности там может быть 900, 1000, не больше. В крупных городах, на самом деле, Роман, кикшеринг очень здорово выручает, потому что там расстояния большие, общественный транспорт перегружен, такси, скажем так, для некоторых слоев населения, типа там приезжих с севера и так далее, бывает зачастую невозможно воспользоваться по причине дороговизны. Да? Ну и кикшеринг, если ты мало-мальски разбираешься там, в смартфоне, в каких-то геопозиционировании и так далее, можешь сильно выручить. Индивидуальные средства мобильности, как вот сейчас есть определение такое, да, оно на самом деле только прогрессивное явление. Я согласен с тем, что при определенном уровне культуры пользования вот этими вот моментами. Согласны вот с этим? Я смотрю по окончанию сезона, что все равно люди больше используют как транспортный сценарий СИМ. То есть добраться с работы до дома, из дома на работу, либо в какое-нибудь заведение. Все. А я вижу наоборот. То есть или это географически так получается, что после уроков дети там, 14-16 лет кучкуются возле стоянок кикшеринга и начинают обсуждать сценарий. Вот мы поедем на этом, а мы поедем вот так. Их 5. Получается, СИМ вообще можно использовать с 14, у нас с 16. То есть у нас есть внутренний регламент, который как бы... Еще ужесточает. Конечно. Ну и опять же, если фиксируется нарушение, что едет на самокате несовершеннолетний ребенок, штраф за данное нарушение составляет 30 000 рублей. Сразу вопрос. Как определяется то, что едет 14-летний или там 13-летний? У нас в городе есть команда сотрудников, непосредственно вот нашей компании. Они, получается, ежеминутно, ежедневно и днем, и ночью мониторят, получается, и приводят в порядок город, и при этом фиксируют как раз нарушителей. То есть они делают фиксацию нарушения, допустим, пользователь не спешился, либо, допустим, пользователь несовершеннолетний, фиксируют данное нарушение и отправляют наш внутренний чат-бот. Но также есть еще и внешний чат-бот, куда любой житель города может тоже отправить информацию о том, что, допустим, он видит, что ребенок едет на самокате, еще и не спешился. Он может сфотографировать и также в чат-бот отправить. И получается, по поездке мы определим, кто ехал,
кто залогинился. Если это несовершеннолетний, аккаунт блокируется и накладывается сразу же штраф. Со стороны, в прошлом эфире, со стороны представителей ГИБДД было очень большое нарекание, то, что не регулируется скоростной режим. Да? То есть, видимо, взаимодействие между вами, городом и силовыми структурами происходит очень часто, да, и в какой-то момент прозвучало такое, что скорости до 60 км в час они не должны допускаться. Вообще, на какую скорость передвижения вы настраиваете свои? Это ведь стопроцентно настраиваемое Да, я сейчас вещество. Да? отвечу вам. Получается, взаимодействуем с госорганами мы, получается, еженедельно. То есть я каждый понедельник на планерке у мэра города Евгения Николаевича докладываю информацию, что у нас, какая работа проведена, что мы делали. Вы там наряду с муниципалами прописались, да? На планерке? Ну, не совсем прописался. Но все равно город должен быть в курсе, что есть, допустим, такой оператор и какие работы он проводит. Что касаемо скоростного режима. У нас вообще все СИМ, они программно зашиты под 20 км в час. То есть больше он не поедет. Даже если вы будете его толкать из горки, он не поедет больше. Если ребенок суперталантлив и сделал аналог джейлбрейка, да? То есть взломал Нет, программу, не сможет. Не сможет. Не сможет, ни в коем случае не сможет. Что еще может самокат ВУШ? В смысле, что он еще умеет? Кроме как ограничивать искусственную скорость, определять, где находится, скажем, геопозиционирование и так далее. Ну, получается, у нас в городе есть зоны ограничения, медленные зоны так называемые. Это в основном у нас, получается, площади, где большое скопление людей. Самокат сам понимает, получается, где данная зона ограничения. Он подстраивается под скорость, которая назначена на данной зоне. И все, и в данной зоне он едет, получается, с той скоростью, которая по этой зоне назначена. Часто вижу, как мамы молодые, да, они избегают столкновения с недисциплинированными пользователями, опять же, с индивидуальных средств мобильности, да? Но тут больше к дисциплине и к пользователям вопрос. Вообще, когда они подписывают оферту, там есть прям курс, обучающий ПДД, то есть что необходимо делать и как вообще использовать СИМ в городе. Но еще сразу добавлю, мы сейчас согласовывать будем локации, сейчас письмо направим в адрес администрации, чтобы проводить школы вождения, чтобы в массу выносить информацию, как вообще правильно использовать СИМ в городе. То есть что нужно делать на пешеходном переходе, что нужно делать на тротуаре, что нужно делать вообще в городе с СИМ. Давайте еще раз обрисуем сценарий воспользования СИМ. То есть человек, который спешит на работу, автобус по приложению «Умный транспорт» будет через 18 минут, далеко он, скажем так, далеко, но не в пределах центра, а он может воспользоваться электросамокатом для того, чтобы попасть поближе к работе. Конечно. Если, у нас город, если даже на Кульбертинова? Нет, у нас, опять же, есть зона обслуживания города. То есть вы, когда в приложении залогинитесь, пройдете обучающий курс по ПДД, привяжете банковскую карту обязательно, потому что без оплаты вы никуда не сможете поехать. И там в приложении будет указана зона проката, куда вы можете доехать. Если пользователь захочет выехать за эту зону, он не сможет, потому что СИМ сразу заблокируется, мотор-колесо остановится, и он встанет, получается, там в рамках 5 метров за данной зоной. То есть у нас сценарий получается только в пределах того, который заммэра Алексеенко использовал, да, он возле мэрии. Но тут встал на самокат и доехал до определенной госструктуры. Тут даже вопрос, наверное, к тому, что инфраструктура. То есть если инфраструктура будет позволять, допустим, доехать до того же микрорайона Звездный, который у нас строится, в принципе, почему нет? Людям будет удобно, допустим, оттуда взять СИМ и доехать до работы. Не ждать автобуса, а взять СИМ и доехать до работы в летний период. Зимой, конечно, нет, а в летний период, да. Такое вынужденно запомнившееся слово «ротация». Да? То есть у нас подразделения ротируются и так далее. А как ротируются ваши самокаты? Сервисной командой. Сколько человек? У нас больше 40 человек команда. Это молодые люди, в основном, там, порядка 20 лет. Все. В панамках.
Ну, не в панамках, у нас есть опознавательные жилеты, то есть люди работают Там и видно, днем. что человек работает, а не праздно там Конечно, копает конечно. свой самокат. Конечно, конечно. У нас есть смены и дневные, и ночные. То есть, смотрите, если, допустим, больше скольки количество самокатов из одной точки оказалось в точке противоположной, когда приступает к работе сервисная команда, чтобы равномерно распределить ваши... Тут даже дело не в том, что когда приступает команда, а вот у сотрудника, допустим, по перемещению самокатов, у него смена начинается в 8 утра, и до 8 вечера он, получается, занимается перемещением самокатов по парковкам. То есть у каждой парковки есть емкость. Определенная емкость. Ну, там, допустим, 8 самокатов, 10 самокатов, четное число. И есть также еще заместитель мой, координатор, получается, он мониторит, где, допустим, большое скопление самокатов, куда нужно увезти, откуда нужно привезти, откуда забрать. Дает команды. Конечно, конечно. Запрет на размещение возле общеобразовательных школ. Есть такое. Мы категорически против того, чтобы СИМ были возле школы. Почему? Дети. Просто раздражитель лишний раз подталкивает на мысль о том, чтобы девушка либо спереди, либо сзади, он так слегка приобняв, прокатился с ветерком. Примерно так, да? Да, ну и все равно это безопасность. Все равно дети, они, как бы мы не хотели, чтобы они не пользовались, но все равно они, получается, регистрируются под аккаунтами родителей, ну то есть используют банковские карты родителей и регистрируются. А как избежать вот этого? Вот получается слабое звено в деятельности, если этот момент отрегулировать, да, то есть некий как это вернее, верификация или что-то подобное. Я думаю, мы придем к этому. Получается, сейчас в Москве у нас работает сервис МОСРУ. То есть пользователи регистрируются через госуслуги. Даже так? Да. То есть это на уровне вот такого крупного государственного сервиса, и СИМ соприкасается вот с этим? Да, да. Как еще фиксируются нарушения? Я вот не слышал, а знаю, что с банковской карты в случае выявления четких нарушений списываются достаточно большие суммы. Люди же вопят и об этом тоже. То есть, вот, ВУШ списал, допустим, у меня там 10 тысяч и так далее. Но мы же списываем, получается, не просто так денежные средства с карты. Мы списываем за нарушение. То есть вот вся городская команда, которая у нас Как они есть, фиксируются? Вот люди просто ходят, чикают? и или люди, как? получается, фиксируют и отправляют. Вот я как уже повторюсь, у нас есть публичный чат-бот для любого жителя города, который может зафиксировать нарушение. Ну, то есть вот он видит, что на самокате действительно ребенок. Вот он зафиксировал нарушение, отправил в чат-бот, бот, получается, обрабатывает эту информацию, и пользователь блокируется, и выносится штраф. Штраф, получается, как я повторюсь, маленький, то есть это 30 тысяч рублей. Если еще было причинение вреда на СИМ вот, ребенком, то штрафы могут достигать до 100 тысяч рублей. Как человек, который в информационной сфере работает, да, предлагаю сразу решение. На заднее колесо вот такой вот пластиковый баннерочек, да, где написан вот адрес вашего чат-бота, да, плохо езжу, отправь вот туда-то. Да. Ну, мы сейчас как раз Почему нет? взаимодействуем с администрацией, мы будем размещать информацию на городских мониторах, которые Носителях. Да. И тоже А будем. самокаты вы портить не хотите, да, вот такими вот мини, скажем так, стендами? Тут не то, что мини-стенд, но я не знаю, это не совсем, Это наверное... очень действенно. Это потому что, опять же, вот нарушения, я вижу, что вдвоем едут, да? Куда второй мой взгляд пойдет? Так, а я могу вам просто переслать данную ссылку на чат-бота, она у вас всегда будет с собой. Вы будете- Смотрите, пока мы втемяшим в голову каждому горожанину адрес вот этого чат-бота, да, пока втемяшим. Это наша совместная работа, на самом деле, да, чтобы использование СИМов было беспроблемным, бестравматичным и безопасным по максимуму. Пока мы втемяшим, вот пройдут века. Я вас уверен. Нет, века не пройдут, мне кажется, это все будет быстрее. Все равно же у нас век цифровой. То есть каждый человек сидит в телефоне, мониторит телеграм-каналы, новостные каналы. Если, допустим, это будет постоянно там мелькать, они будут запоминать и, в принципе, записывать себе и пользоваться. Вот вы вышли в конце апреля, дня 3 проработали, потом вас попросили на праздничные дни немножко приглушить, скажем, деятельность, да? И до какого вы планируете? До 1 октября, да? Использовать самокаты? Ну, до конца сентября, до 30 сентября мы примерно так. будем в городе. Да. Это получается... Там просто уже неблагоприятные условия, там и холодно,
и проблемы с зарядом, то есть нам нужно будет уже прям поддерживать. Прям По заряд, техническим потому что характеристикам, мощность моторчика какая у Стима? до 250. Ватт? Ну, то есть они всецело ограничены, так сказать, скоростными и мощностными условиями, чтобы не попадать под, как сказать, повышенные, там, на которые требуются и документы, и все остальное. Обход, скажем так, требований, которые влекут большие проблемы при эксплуатации. Да? Ну, конечно. Но в любом случае 250 ватт — это китайский сверлильный станок, который металл сверлит, да? Но мы-то все равно всецело за безопасность. То есть мы не будем увеличивать мощность СИМа для того, чтобы там пренебрегать безопасностью людей. То есть теоретически он может до 60 с ездаком в районе там, 50-60 килограмм разогнаться. Теоретически. Но наши нет. К другим характеристикам. Мы поняли, что достаточно серьезная, скажем так, мощность заложена в этом маленьком колесике. Да? Батарея насколько тянет? Вот, цикл заряд-разряд в день сколько? Ну, все зависит от того, как пользователь использует СИМ. То есть если он, допустим, активно ездит где-то там по, ну, так, не в центре, где-то по другим улицам, то он может там часа 1,5-2 проехать. Получается, по длительности поездки, наверное, у него заложено, ну, километров 30 он может проехать. Но опять же... На одном заряде. Да, нужно смотреть, получается, все равно есть физические вот эти вот все вот моменты, то, что усталость, емкости батареи. Мы всецело, конечно, постоянно обновляем данные, так сказать, моменты. Ну и плюс у нас, получается, вот все думают, куда самокаты деваются в зимний период. Мы полностью проводим дефектовку, ТО всего флота самокатов. То есть полностью разбираем, полностью собираем. Программное обеспечение, оно сопряжено с телефоном пользователя? Конечно. То есть неважно, там iOS, Android, в принципе, будет взаимодействовать при установке определенного приложения. Согласны? Да. Чуть свежее моделях у нас, где обновленные модули, там, получается, есть система антитандем, которая как раз позволяет распознавать там, более одного пользователя на СИМ. У нас пока все это тестируется, но я думаю, в скором времени тоже мы придем к этому, то, что мы обновим все-таки модули, и СИМ сможет распознавать. Больше одного или... Да, да. Ну, то есть на основании там, смещения центра тяжести СИМ будет распознавать и замедляться, и останавливаться. Роман, вот на самом деле самая большая беда Якутска в том, что любое явление, вот опять же, до вас были вот эти черные ночные самокаты с большими фарами, да, и так далее, люди используют как забаву. Не как средство передвижения, не как, чтобы облегчить себе жизнь, да, а как вечером выйти, прогуляться, да, заодно прокатиться. Как аттракцион некий. Могу с вами поспорить. Я, получается, анализировал прошлый сезон. По итогам сезона у нас, получается, все равно процентов 70 поездок, даже больше, это транспортный сценарий. То есть люди добираются на СИМ с работы домой, из дома на работу, либо в какое-нибудь заведение. Ну, это представитель, наверное, поколения, куда... Среднее поколение. Почему? Даже взрослые. Я часто сам выезжаю по окончанию смены рабочей в город, мониторю, кто ездит, кто использует СИМ. Взрослые люди тоже используют СИМ. Второе, самое распространенное нарушение — это не спешивание на пешеходном переходе. Все эти моменты тоже фиксирует как раз городская команда. Они, получается, все также отправляют в чат-бот, все это обрабатывается и также накладывается штраф. За неспешивание у нас штраф 1000 рублей. У ГИБДД, по-моему, 800. У вас идет соревнование между по штрафу? Директивами, да, внутренними ГИБДД и... Нет, у нас нет никаких соревнований. У нас всецело все за безопасность. Чтобы люди все-таки знали, что за это есть штраф. Не просто, что это можно проехать, и никто тебя не накажет, а все-таки, что за это есть штраф. Выезд на проезжую часть, он, в принципе, не запрещен, если пользователь свыше 14 лет. Выезд на проезжую часть предусмотрен только в том случае, если нет тротуара. И только крайняя правая полоса. Ну, как велосипедист. Да, конечно. То есть смотрим, опять же, правила дорожного движения, да, с 14 лет возможно, защита. То есть в случае с велосипедистами при передвижении по дорогам общего пользования правило
требует наличия защиты, средств защиты? Шлем, там, налокотники и так далее. Мы особо не требуем, но тут больше, наверное, на усмотрение самого пользователя, чтобы он был защищен. Ну и плюс к тому, что у нас есть страховка. То есть в случае какого-либо инцидента компания там возмещает данные случаи страховые. Ну, такая игра нехорошая, на самом деле. Ну, тренд вот этот, в рюкзачок положить вот этот пенопластовый шлем, да, который на моих глазах спас несколько, скажем так, чьих-то отчаянных голов. Да? Мы, получается, данную практику пробовали вводить, но все равно большая часть людей не использует шлемы. То есть неудобно, что-то еще. Ну, пренебрегает все равно. И получается, что они просто вот на СИМ как бы есть. Даже вот если физику применить, рост среднего человека 160, с высоты 160 головушкой об асфальт, мало не покажется, да? Ну, тут как раз уже всецело только ответственность самого пользователя на нем. То есть когда он вообще использует СИМ, он подписывает договор оферты. И там все прописано, допустим, что, ну, как вообще нужно использовать Не, СИМ. я понимаю логику, вот, скажем, представителей бизнеса, которые в оферте, у него есть пункт, допустим, что вы поставили галочку на пункте том, что вы прочитали правила пользования. Да? Все мы программное использование, скажем так, использовали, где в самом конце стоит галочка такая, дисклеймер, что да, вы в банковских приложениях тоже, да, вы подписываете, ставя здесь галочку, вы соглашаетесь с тем, что и так далее. Это, ну, как бы душе легче, да, получается. Ну, люди изучили вот это то, что регламентом прописаны документы и так далее. Но мне кажется, что это отмазка. Нет, конечно. Это всецело как бы официальный документ, который подписывает пользователь, когда использует СИМ. А как убедиться в том, что он на самом деле прочитал вот это вот? А он... Нет же объективного контроля. Объективный контроль. Ну, мы же не можем, допустим, рядом с пользователем стоять и начитывать. ГИБДД тоже говорит, то есть мы не можем там сотрудника прицепить к каждому самокату, да, поэтому, когда пользователь самоката или моноколеса, или там чего угодно, сегвеи, да, вот я велосипедиста вижу в центре, странно ездит, да, разгоняет велосипед, потом делает стойку на руках. Многие горожане, наверное, заметили, весь такой в бандане и так далее, и так далее. Да? Ну, наши пользователи так не делают. Я согласен, что на самокатах трудно сделать такое. Но еще раз, где гарантия того, что не попробуют вот так вот сделать? Ну, даже если они будут так делать, они же все равно попадут в объектив камер наших сотрудников, которые зафиксируют его, и все, он не сможет. А больше нарушений фиксируют, кстати, камеры ваших сотрудников или камеры, которые в рамках безопасного города установлены? Ну, я думаю, что больше, наверное, наши, потому что все-таки мы каждый день работаем, 24/7 мы, в принципе, в городе постоянно. Ну и ежедневно сотрудники у нас отчитываются о проделанном количестве фиксации нарушений. Школа вождения. Вот в прошлом году же был опыт проведения такого, на самом деле, интересного мероприятия. Да? Что там, какие пункты были, что там преподавалось? Все от начала и до конца. То есть как воспользоваться приложением, как скачать приложение, где его скачать, как залогиниться. Первый курс обучающий по ПДД, то есть пользователи изучали сначала на смартфоне, и далее мы уже демонстрировали это все в рамках данной школы вождения. То есть мы искусственно делали, так сказать, городскую среду, то есть лежачий полицейский, пешеходный переход, там человек, и пользователь должен был сделать, так сказать, тестовый проезд на СИМ. Приходили люди разного возраста. Да, ГИБДДшники говорили, что с недоумением обнаружили там бабушек. Да, да. Ну, потому что бабушки не хотят, наверное, ждать автобуса, и поэтому думают, как все-таки использовать Если СИМ. бабушке 65 лет, это нормальный, на самом деле, возраст, вполне дееспособный для того, чтобы использовать СИМ. Да. В принципе, даже если, извиняюсь, перебью, СИМ, получается, у СИМа есть, когда пользователь логинится, режим езды. То есть там есть 3 режима езды. Это минимальная скорость, средняя и вот как раз до 20. То есть человек, который в возрасте, который не любит там ехать там больше 15 или там больше 17, он может включить, получается, режим минимальный и спокойно ехать. Со скоростью пешехода?
Да? Примерно. Ну, 5 километров в час. Ну, 6-7. 5-6. Немногим больше, да? Вот Да, Век да. трусой, грубо Да, говоря, заменит. да. Объективно, ради к плюсам огромным всех электрических транспортных средств, включая электромобили, да, я отношу большую экологичность. То есть они не газуют во дворах, они не создают, скажем так, выбросы углекислого газа, тяжелые металлы в атмосферу не выкидывают и так далее. Да? Ну, единственное, если батарею разобрать, много чего там можно найти, там, и от лития заканчивая свинцом. Да? Но вот это самый большой плюс. Большая экологичность по сравнению с транспортом, который использует тяжелое топливо, да? Дизель, бензин и так далее. К минусам я отнесу, наверное, чуть меньшую, но тоже, скажем, опасность, которую несет в себе эксплуатация. То есть ДТП с использованием традиционного транспорта, куда более серьезные последствия может. Да? Но, тем не менее, сбрасывать со счетов потенциальную опасность использования СИМов, еще раз говорю, особенно когда несовершеннолетние, особенно когда маленькие дети, да, то есть отец, взяв на себя ответственность, поставил впереди себя 7-летнего мальчика там, и так далее, в случае столкновения с чем-то и так далее, там предсказать невозможно. Конечно, хотелось бы, чтобы никакой печальной статистики в этой связи не произошло, но, еще раз, все под Богом ходят. Ну, да. Согласитесь? Но опять же, если люди будут сейчас, допустим, нарушать правила использования СИМ, они же будут все равно получать такие немаленькие штрафы, и они будут уже задумываться, стоит ли мы использовать СИМ или нет. Осознанно будут использовать все-таки, допустим, без ребенка, самостоятельно, сам папа взял да поехал. Беспроблемно. И в чем еще добавлю удобство кикшеринга, СИМов. Парковки располагаются как раз в тех удобных местах, куда вам нужно доехать. То есть нет такого, что вам нужно куда-то там, вот как автобусные остановки, у нас же привязаны они к одному месту. Здесь, получается, парковки, они как бы сосредоточены на точках притяжения. То есть, грубо говоря, если это какое-то административное здание, то рядом с ним, если согласованное место для размещения, там есть парковка. А как увидеть вот эту парковку? Или приложение выдаст? Приложение. Да, в приложении, когда логинитесь. Здесь, на самом деле, знака такого парковка для самокатов не требуется, да? Не требуется. Они виртуальные, то есть вы видите в приложении радиус, как правило, где-то порядка 20-25 метров данной парковки. То есть вы подъезжаете и завершаете поездку. То есть, опять же, если... ничем это оно не снабжается? Ни карманами для подъезда, ни... просто вот пятачок и все, да? Сейчас в этом сезоне мы, получается, самостоятельно... не то, что самостоятельно. Мы наносим разметку, чтобы люди понимали уже, где находятся данные парковки, чтобы все-таки был порядок какой-то. И что касаемо парковок, получается, вот касаемо, опять же, порядка, у нас есть штрафы за неправильную парковку. То есть, если человек, получается... Вне парковки. Вне парковки пытается завершить поездку, он, во-первых, конечно, не сможет ее завершить с первого раза, потому что программа не даст ему завершить поездку. И еще программа попросит сделать фотографию СИМа рядом с парковкой. То есть рядом с парковкой, чтобы были видны СИМы. Если СИМов не будет, если будет там в чистом поле где-нибудь, он не сможет завершить поездку. На самом деле, вот ладно регистрация, да, ладно установка программы, ладно это. То есть, на самом деле, манипуляции, которые сопровождают эксплуатацию, поездку, скажем, на самокате, их достаточно много, да, то есть надо еще и пофотать, надо еще и того, что вот так вот я все благополучно завершил, да, и кикшеринговый оператор, он, хорошо, 1 плюс, да? На самом деле манипуляций очень мало. То есть у нас есть еще сервис «Быстрый старт». То есть вы можете даже телефон не доставать, чтобы начать поездку. То есть вы скачали приложение, залогинились там уже когда-то, подходите к самокату, который вы хотите использовать, зажимаете дверочки тормоза, он понимает, что ваш смартфон рядом с SIM, логинится, и вы можете начать поездку. Опа. А это опять же, не противоречит вашим стандартам того, что безопасности? Да. Опять же, только тем, кто залогинился. То есть, если ранее человек не логинился, он не сможет так начать поездку. Никак, в любом случае. То есть всех этих манипуляций требует только первый запуск приложения? Да. Дальше по накатанной и, скажем, опять же, больше удобств, чем неудобств. Да, конечно.
Но опять же, касаемо безопасности. СИМ передавать другому человеку. Если вы активировали и кому-то передали, так делать не нужно. Опять же, как контролировать? Только фиксации городской команды. То есть вот в районе парка, скажем так, отец взял, залогинился, ну, под своим аккаунтом, допустим, да, потом передает там девочке 12-летней. Так нельзя. Нельзя. Наш сотрудник обязательно зафиксирует это и... Стучите, друзья, получается. Ну, докладывайте, по крайней мере. По команде идите, да? Ну, конечно. Примерно так. Призыв только такой, да? То есть... Не то, что призыв такой, призыв к безопасности, во-первых. То, чтобы все-таки дети не использовали СИМ. Потому что у детей нет еще такого осознания, как правильно использовать СИМ. И, ну, то есть они еще физически не могут им правильно управлять. Там же нет ни поворотников, ни стоп-сигнала, да? Стоп-сигналы есть фары, есть отражатели. Ну, то есть все средства, которые... Кроме поворотников. Кроме поворотников. То есть вот так вот. Да. Ну, как велосипедист. Да. Совершенно верно. Еще раз, вернемся к цифре, которая... Вот вы сказали, на самом деле, не 1200, 1200 это находится, грубо говоря, на складе оператора. Да? В рейс выходит, ну, странное слово, да? На линию выходят, ну, порядка там... Мы говорим в поле. В поле выходит 800-900 симов, да? В день примерно. Да. Но опять же, мы же их не вывозим и не завозим постоянно. То есть они выехали, они стоят. И все, и дальше пошла ротация. То есть если используются, то те самокаты, которые чаще используются, они быстрее приходят к регламенту ТО, соответственно, они уезжают на ТО. И тут происходит как раз замена всего этого. Техосмотр, вот хорошее явление, да, для традиционного транспорта. У нас это обязательное условие. Что включается вот в регламент техосмотра СИМа? Все, проверка всего. То есть СИМ, давайте распишем. Батареи, двигатели. Все, вообще все. Электрика. Начиная от болтика, все, регулировка тормозов, протяжка тормозов, получается, регулировка там стойки, проверка мотор-колеса, проверка световых элементов, то есть это фара, задний стоп. Ну, то есть вообще все. То есть нет такого, чтобы... Что-то было упущено. Да. То есть принцип действия тормоза ваших средств мобильности какой? Колодки, барабан. То есть как на мотоциклах примерно? Да, ну, грубо. Да. Ну, у меня накопленные вопросы исчерпываются, да, еще раз. Просто остается констатировать вот то, что я говорил всегда, несомненным плюсом. У нас на самом деле очень грязный город. Очень грязный, воздух пыльный. Если мы говорим что-то об экологии, живя в пойме, скажем так, реки, об таком суперэкологии говорить не приходится. И в этой связи вот, огромный поток транспорта с двигателем внутреннего сгорания создает еще большие проблемы в этом отношении. В этом отношении любой электрический транспорт, начиная от электросамокатов, заканчивая большими электрическими пикапами, да, меньшее зло по сравнению с двигателем внутреннего сгорания. Еще раз, они не создают загазованности, они не создают каких-то выбросов тяжелых металлов. Ну да. Единственная проблема в части использования, опять же, у нас остается культура эксплуатации вот этого вот явления. Культура эксплуатации. Потому что, еще раз, к самим самокатам никаких проблем быть не может. Но у него есть стоит приложение, у него есть тормоза, у него есть возможность блокировки, в конце концов. Да? Вот как ездок себя поведет, вот тут я согласен с ГИБДДшниками и с вами. Да? Каждому СИМу либо сотрудника кикшеринга, либо ГИБДДшника не представишь. И каким будет эксплуатация вот этого, на самом деле, замечательного явления, это зависит от каждого из нас. Если мы будем бдительны, если мы будем не допускать каких-то нарушений, которые могут повлиять на безопасность, на общую картину, на статистику, на жизнь ваших близких, никаких проблем, в принципе, не должно. И это, еще раз говорю, выручает даже на таких маленьких расстояниях, как Якутск. Потому что у нас центр только, грубо говоря, соответствует требованиям к инфраструктуре, которые
То есть не был бы проспект Ленина таким замечательным, реконструированным, Кикшин не появился бы, согласны? Ну почему? Мы уже все равно провели анализ, возможно ли использование СИМ в городе или нет. Все равно СИМ как бы снабжен и амортизаторами, то есть которые все равно позволяют смягчать там те же самые перемещения по городу. Поэтому я думаю, что... В любом случае появился бы, да? Конечно, конечно. Мы все равно придем к этой культуре использования СИМ правильной. Методами проведения школ вождения и рейдами с ГИБДД. То есть мы все равно придем к этой культуре. Ну, смотрите, вот года 3 установочно, скажем, вот, дать на становление, и, в принципе, дальше будет уже, ну, как бы менее проблемно. Да. У вас примерно такое мнение? Да. Ну, соглашусь с этим, но согласятся ли многие горожане дать вот этот аванс доверия года в 3? Первый год прошел, идет второй год, начинается второй год. Да, я просто хотел пожелать всем, на самом деле, горожанам терпения, потому что, еще раз, если воспарить над ситуацией, вот, плюсов больше, на самом деле. Хотя бы тот же контакт со свежим воздухом. Да? Да. Это куда полезнее, чем сидеть в душном салоне автомобиля и... Совершенно верно. Остатки, скажем так, стекловатного автоодеяла внюхивать через салонный фильтр куда полезнее. Да? Но вопросы, тем не менее, сохраняются, и отрадно, что представители кикшерингового оператора, они остаются в прямом контакте и, как вы сказали, фактически прописались на городской планерке, потому что город и вот это явление, они неразрывны. То есть, конечно, они взаимосвязаны напрямую. Да, взаимосвязаны. Это часть городской культуры, это часть городской инфраструктуры. И от каждого из нас зависит то, как вот это явление будет себя проявлять со знаком плюс или со знаком минус. Мы выслушали мнение и в прошлый раз, и городской автоинспекции. Мы сейчас выслушиваем, как и подобает, мнение того, кто является носителем идеи, реализовал даже вот эту вот идею в условиях города Якутска, который на самом деле очень маленький. И если даже в таком маленьком городе такое явление популярно, ну, наверное, стоит обратить внимание и нам, и как можно беспристрастнее. Согласны с этим? Конечно. Спасибо за то, что приняли приглашение. Программа «Один из нас». И сегодня у нас в гостях был представитель как сказать, федерального кикшерингового оператора Роман Бакулин. 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 Роман Бакулин. Хорошо. Увидимся ровно через неделю.